Получается, я многодетная мама, да, я практически нищая, я на самом дне. И внутри такая боль от вот этой несправедливости. Почему образовались большие долги? Вы спросите, стоило ли оно того? Вот, может быть, надо было терпеть и спокойно жить дальше. Вы не поверите, сколько раз я задавала себе этот вопрос. Я в этот ад больше не вернусь. Когда я вспоминаю, что там было, я в этот ад больше не вернусь. Я верю, что можно жить по-другому. Если бы я могла работать, если бы мой бизнес не развалился в связи с переездом и тем, что все было подвязано на меня, я просто не успела подготовить всю эту систему делегирования так, чтобы гармонично передать работу студии педагогам. Все это разводы, суды, переезды, 3 детей. Я в декрете с грудным 3-месячным ребенком и еще бизнес на мне. Конечно, я не вытянула это все. Я поняла, что еще чуть-чуть и меня там на горке закопают. Была вынуждена закрыть студию свою, куда я вложила столько времени, сил, денег. Я еще после родов в процессе восстановления, и тут такое. Мне пришлось бежать, постоянно переезжать. В постоянном страхе, и дети мои в том числе представляют прямую угрозу для нас, и он в любой момент может появиться у подъезда и напасть и на ребенка, и на меня, потому что уже такое было. Уже были заявления в полицию, уже были видеосъемки с камеры видеонаблюдения уличного, где он на меня нападает и тащит силой в машину. И самое ужасное для матери, когда она не может позаботиться о своих детях. Мне нужно как-то оттолкнуться от этого дна, найти способ заработать на самое необходимое для моих детей, для того, чтобы мы смогли жить дальше.